Информационная программа «Новости» в студии Матлиба Раджаба. Добрый вечер. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Хароге принял участие и выступил на военном параде военнослужащих вооруженных сил, военных структур и правоохранительных органов Таджикистана. 30 сентября основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Хароге принял участие и выступил на военном параде военнослужащих вооруженных сил, военных структур и правоохранительных органов Таджикистана. Глава государства, верховный главнокомандующий вооруженными силами страны, генерал армии, уважаемый Эмомали Рахмон, вначале поздравил всех офицеров и солдат с 30-й годовщиной государственной независимости Республики Таджикистан. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал 2021 год историческим и успешным годом для таджикского народа и отметил вклад отважных и мужественных сыновей Родины, наделенных чувством патриотизма и национальной гордости, то есть военнослужащих вооруженных сил, военных структур и правоохранительных органов Таджикистана в дело укрепления абсолютного единства, прочного мира и стабильности, восстановления конституционного строя, защиты государственной независимости, стабилизации ситуации и нейтрализации экстремистских и террористических групп. Отмечено, что за 30 лет народ Таджикистана, в том числе и военнослужащие вооруженных сил, военных структур и правоохранительных органов, осознали, что независимость и свобода – величайшее благо в мире, символ чести, безграничной любви к родине и гарантия благополучия в каждом доме. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал вооруженные силы Таджикистана важнейшей частью национальной государственности и надежным щитом нашей независимой родины. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, с гордостью и уверенностью заявил, что военнослужащие возложенную на них священную задачу выполняют на высоком уровне и с чувством огромной ответственности перед государством и народом Таджикистана. Было с удовлетворением отмечено, что вооруженные силы Таджикистана за годы независимости превратились в надежную, мощную и организованную структуру и сегодня с высокой боевой готовностью, профессиональными навыками и с чувством патриотизма готовы к защите Родины, безопасности государства и общества. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, напомнил об успешном исходе и проверке готовности вооруженных сил Республики Таджикистан, военных структур, правоохранительных органов, зон территориальной обороны и мобилизационных резервов до уровня полной боевой готовности. Было отмечено, что в параде приняли участие более 100 тысяч военнослужащих и 130 тысяч офицеров и солдат мобилизационного резерва. Мероприятие прошло на высоком уровне и еще раз подтвердило уровень боеготовности воинских частей по всей стране. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что сложные и быстро меняющиеся условия современного мира, эскалацию различных угроз и опасностей, активизацию различных экстремистских и террористических движений у наших границ и общую нестабильность в нашей соседней стране и подчеркнул, что в таких ситуациях многократно возрастает роль вооруженных сил, военных структур, правоохранительных органов, зон территориальной обороны и мобилизационных резервов в деле защиты государственной независимости и ее важнейшего достижения – мира, спокойствия, политической стабильности и национального единства, а также защиты интересов государства и народа Таджикистана. Было подчеркнуто, что в этом процессе военнослужащие вооруженных сил, военных структур и правоохранительных органов всегда с высоким чувством национальной гордости и патриотизма должны быть готовы к защите рубежей своего независимого государства, государственной и общественной безопасности, стабильности и национального единства. В завершении своей речи президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, с уверенностью заявил, что личный состав вооруженных сил, военных структур, правоохранительных органов, то есть верные сыновья таджикской нации, и впредь будут готовы обеспечивать безопасность, стабильность и мирную жизнь народа. После выступления президента страны, верховного главнокомандующего вооруженными силами, генерала армии, уважаемого Эмомали Рахмона, в Хароге состоялся парад военнослужащих вооруженных сил, военных структур и правоохранительных органов Таджикистана.
Сегодня рабочая поездка основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, которая продолжилась с 27 по 30 сентября в городе Хорох, Шугнанском, Дарвазском и Рошткалинском районах завершилась. Руководители и жители Горно-Бадахшонской автономной области проводили лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона с особым уважением. دولتی پاینده داریم کشوری آزادهیم ملت همچو شاگونه باره وقت بر ارخاش شده زادگان آریان آزادگان آزادهیم زادگان آریان آزادگان زنده و پاینده Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова, находящийся с рабочим визитом в Таджикистане. Стороны обсудили различные аспекты сотрудничества в области предупреждения преступности, включая борьбу с транснациональной организованной преступностью, безопасность на национальном, региональном и глобальном уровнях. В связи со сложной ситуацией в Афганистане обсуждались вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом и предотвращения незаконного оборота наркотиков. Было признано необходимым реализация решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о перечне террористических и экстремистических организаций в государствах-членах ОДКБ. Стороны также обсудили сотрудничество прокуратуры двух стран в совместном расследовании уголовных дел, разыскных операциях, экстрадиции и правовой помощи по уголовным делам, а также защите прав и законных интересов граждан обеих стран. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.